Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Дома в воде, размытые мосты и дороги. Республику накрыл дождевой паводок. Спасатели организовали круглосуточное дежурство. Вода в реках продолжает прибывать. На случай ухудшения обстановки в готовности находятся опорные пункты Главного управления, автобусы и автомобили повышенной проходимости. Искусственный интеллект для расшифровки генов. Безусловно, это важнейшая задача для всех нас и для науки, и для управленческих команд, и для промышленности. Строящийся геномный центр в Уфе будет готовить не только генетиков, но и специалистов в сфере IT. Здесь станет возможно применять искусственный интеллект, допустим, для обработки генетических материалов. Еще немного потерпеть. Очень тяжелый объект у нас улица Пугачева ввиду сложностей по выкупу земельных участков. В Уфе завершается строительство южных ворот столицы. До запуска движения по новому мосту остался всего месяц. Техническое открытие планируется 30 августа. Несладкие будни пчеловодов. Липа полноценный нектар не может выделять, поэтому и мед немножко, как говорится, другой уже стал. Весенние заморозки, шелкопряд и мор пчел сказались на объемах. Будет ли мед в этом сезоне? Вместе со всей страной за победу. Я русский офицер, и это был мой долг, прямой защиты нашей Родины. Телеканал БСТ провел 15-часовой телемарафон «Время героев» о войнах, боевом братстве и помощи тыла. Спасатели держат на контроле ситуацию по дождевому паводку в 7 районах республики. В числе пострадавших от затянувшихся ливней Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Белорецкий, Учелинский, Салаватский и Мелеузовский районы. Тем временем вода в некоторых реках продолжает прибывать. По последним данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, рост уровня воды почти на метр отмечается на реке Уфа, в Иглинском и Дуванском районах. На реке Белой, близ города Салавата, а также поселка Ломовка. Между тем, Юрюзань в Салаватском районе только за сутки поднялась на 185 сантиметров. Экстренные службы продолжают работать на наиболее сложных участках. Населению оказывается вся необходимая помощь. В Учелинском районе главы сельских поселений составляют перечень необходимых продуктов и лекарств для подвозов. Там этой ночью пришлось сложнее всего. Местами организованы канатные и лодочные переправы. Изучаются технические решения для восстановления сообщения с населенными пунктами, сообщил глава администрации района. Идет круглосуточное дежурство спасателей. Проезды к деревням начнут восстанавливать с улучшением погоды. В целом, из-за подтопленных населенных пунктов республики, по данным МЧС, эвакуировано 96 человек, в том числе 29 детей. О том, как люди противостоят стихии, расскажет Анастасия Чебаева. Это кадры деревни Миндигулово Бурзянского района. Там оказались затоплены 15 домов. Спасатели эвакуировали более 4 десятков человек. Все они решили временно переехать к родственникам. Эвакуация потребовалась и технике сельчан, которая выбраться из водной западни своим ходом уже не могла. Деревня находится прямо на берегу Белой. Из-за сильных ливней река добралась до населенного пункта. Под угрозой оказался и райцентр, но специалисты начали укреплять береговую зону Субхангулова. Вот в таком состоянии река. Сегодня закрываем тропу, туристов не пускаем. Из-за сильных потоков закрыт для посещения природный парк Иремель. Посетить пещеру Шульганташ тоже не удастся. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды просим жителей и гостей республики воздержаться от проведения сплавов, походов в горы и других видов туристического отдыха. Если вы все же решили отправиться в поход, необходимо заблаговременно сообщить в МЧС России о своем туристическом маршруте. При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112. Ваша безопасность – ваша ответственность. Спасателям уже пришлось эвакуировать тех, кто все-таки решил выбраться на природу. Такую картину застали туристы в Бурзянском районе, когда пытались вернуться домой. Из-за сильных ливней поток размыл дорогу к трассе. На выручку пришли спасатели. Специалисты натянули перила и по бревну благополучно перевели 3 взрослых и 2 детей.
Так непогода постучалась в дом жителей села Оскарово от бурных потоков. Не спасали резиновые сапоги, подворья затоплены. Вода в Абзелиловском районе настигла около сотни придомовых территорий. Спасатели вовремя провели эвакуацию населения. Люди забирали с собой домашних животных, но кого-то стихия застала врасплох. Стадо коров угодило в бурный поток, но парнокопытные справились со стихией и благополучно выбрались на берег. А в деревню Муракаево сотрудники Госкомитета Республики ПЧС из потопленного дома помогли эвакуироваться многодетной семье. Детей на руках вынесли спасатели и на лодке вывезли всех в безопасное место. Семья временно перебралась к родственникам. Оперштаб МЧС работает в круглосуточном режиме. В районах организовано дежурство и мониторинг. Ведется обход дворов. На случай ухудшения обстановки в готовности находятся опорные пункты Главного управления, автобусы и автомобили повышенной проходимости, подготовлены пункты временного размещения. В целях оперативного реагирования и оказания помощи населению в наиболее подверженных подтоплению районах из Уфы был направлен аэромобильный отряд Главного управления с необходимым оборудованием. Ситуация с размывом насыпного участка дамбы в Челябинской области на остановку с подтоплениями в Республике Башкортостан не повлияла. Угрозы затопления нет. Поток воды уменьшился. Местами вода идет на спад, но в то же время на карте появляются новые точки, где требуется помощь спасателей. Тяжелая прошедшая ночь выдалась для Учелинского района. Несмотря на то, что дождь прекратился, к вечеру вода пошла с гор, где берут начало местные реки. Из-за этого значительно поднялся уровень. Ночью были экстренно брошены силы на прокоп проран на реке Уй. А вот жители деревни Мулдашево оказались отрезаны от большой земли. Там размыты дороги, а также произошел перелив воды через плотину. На месте происшествия дежурят спасатели Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Они оказали помощь 5 местным жителям. Сегодня утром эвакуировали семью из 4 человек, в которой ребенку 2015 года рождения потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его уже ждали медики, которые оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась. Ой-ой-ой, что там творится? Вот этот борт сегодня уйдет. А нет, он не уйдет. Водопад юбилейный. Вон водопад еще. Еще есть? Вон, да. Вон. А это уже кадры, сделанные сотрудниками карьера юбилейной. В четверг там в срочном порядке были выведены все работники. Руководство приняло решение из-за сильных ливней приостановить добычу, так как под угрозой уже могли оказаться жизни шахтеров. Аномальные ливни синоптики объясняют влиянием циклона, сместившегося с Каспийского моря вдоль Уральского хребта. А географы называют это закономерностью 33-летнего климатического цикла. На стыке двух таких мы сейчас и находимся. В переходе на следующий 33-летний период. И вот на стыке вот этих 33-летних периодов всегда имеется несколько лет, это может быть 2, 3, а то и может быть 4-5 лет, такие неустойчивая погода. Я вот обратил внимание в свое время, 60 по 63 год, вот такие были годы. Потом, значит, в середине 90-х годов был такой период. И вот сейчас мы это видим. На контроле МЧС находится более 2 десятков ситуаций с потоплениями. На наиболее сложных участках продолжают дежурить спасатели и аэромобильные группировки. На следующей неделе синоптики обещают потепление, но местами продолжатся кратковременные дожди. Анастасия Ильчебаева, Равиль Рахимзянов. Итоги недели. Искусственный интеллект для расшифровки генов. Стало известно, какие исследования будут проводить в геномном центре, который обещают открыть в этом году. О ходе строительства на неделе рассказал Ради Хабиров. Объект наполнят самым современным оборудованием, которое поможет совершать прорывы в области IT и медицины. О взаимосвязи между столь разными сферами и тех исследованиях, которыми сейчас занимаются башкирские ученые, расскажет Артур Шамсудинов. Сейчас я занимаюсь раскапыванием смеси для того, чтобы провести полимеразную цепную реакцию в интересующих нас генах. В сложных терминах кроется понятная для каждого задача. Исследование рака – одно из важнейших направлений, в котором работают башкирские ученые. В данном случае сотрудники лаборатории, открытой год назад в рамках Евразийского НОЦ, изучают мутации в генах при новообразованиях в легких. И одной из наших задач на сегодняшний день является создание тест-систем для раннего выявления онкологических заболеваний, для прогноза их течения и для выявления тех мутаций, которые могут повлиять на терапию онкологических заболеваний.
Если сейчас протоколы лечения зачастую одинаковы для всех, то при более глубоком изучении заболевания возможно сделать терапию индивидуальной. В этом случае речь идет о персонализированной медицине, которую в Башкортостане активно изучают и по другим болезням. Направление неразрывно связано с молекулярными исследованиями и геномикой. Известны гены индивидуальной чувствительности и устойчивости к лекарственным препаратам. Например, если вам подходит лекарственный препарат для лечения, допустим, головной боли анальгин, то другому человеку это не подходит. У него будет устойчивость к лекарственным препаратам. И сейчас в мире уже более 200 лекарственных препаратов, для которых открыты такие гены. И прежде чем врач назначает лекарственный препарат, он, знает, что нужно проверить, какой у него ген чувствительности к этому лекарственному препарату. Проблема в том, что геном человека состоит из 3 миллиардов пар нуклеотидов или букв, если говорить понятным языком. Для расшифровки этих уникальных комбинаций нужны большие вычислительные мощности. Такими оснастят новые лаборатории, которые появятся в геномном центре. Строительство объекта началось буквально месяц назад. На сегодня готово уже 50% каркаса здания. На очереди еще 2 верхних этажа. Строители спокойны. Все по плану и даже с опережением графика. Сдать геномный центр намерены до конца этого года. На текущий момент выполняются работы по возведению конструкции монолитного каркаса. Со следующей недели уже заходят каменщики, которые начнут возводить наружные стены. Новые лаборатории будут работать в единой связке с уже существующими, а исследования и обучение будут вестись на стыке сразу нескольких дисциплин. Мы предполагаем здесь готовить специалистов уникального профиля, которые разбираются и в генетике, и в цифровых технологиях. То есть здесь станет возможно применять, допустим, всем понятное, и перспективное направление, такое как искусственный интеллект, допустим, для обработки генетических материалов. Специалистов по этому самому искусственному интеллекту будут готовить здесь же в рамках образовательного проекта «Школа-21» от Сбербанка. Обучение будет бесплатным, при этом получить его сможет каждый желающий старше 18 лет. Уникальная методика обучения позволяет людям с разным уровнем знаний и компетенций в IT-сфере входить в это обучение, но на выходе должны получаться стабильно высокие результаты. Кроме того, школа будет помогать в поиске оплачиваемой 3-месячной стажировки для того, чтобы те, кто прошел обучение, смогли уже на практике применить свои знания и заработать первые деньги. Соглашение о запуске программы Ради Хабиров и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали в июне на экономическом форуме в Петербурге. Безусловно, мы видим в последние годы, насколько растет роль науки как ведущей силы укрепления нашей экономики, цифровизации и обеспечения технологического суверенитета. Безусловно, это важнейшая задача для всех нас, и для науки, и для управленческих команд, и для промышленности. Геномный центр – объект второй очереди строящегося межвузовского кампуса. По проекту здесь также возведут 7 башен, где появятся общежития на 4300 студенческих мест, учебные блоки, лаборатории и общественно-деловые пространства. Комплекс, который должны достроить до конца 2026 года, объединит высокие технологии и лучшие умы республики. Артур Шамсудинов, Виктор Миренков и Вадим Исламов. Итоги недели. Уфа. В Уфе завершают строительство крупного инфраструктурного объекта. Южные ворота готовы уже на 80%. Техническое открытие выезда ожидается в конце августа. Оно приурочено к празднованию 450-летия Уфы. Путепровод уже достроен, работы продолжаются на улицах Пугачевой и Генерала Рыленко. А капитальный ремонт арочного моста через реку Белая могут завершить досрочно и запустить движение по нему уже к концу года. С подробностями Полина Затолокина. Сегодня по этому участку могут ездить только тракторы и асфальтные катки. Но совсем скоро на улице Пугачева запустят движение. Сейчас здесь в основном отсыпают дорожное полотно, равняют тротуары и делают бордюры. В настоящий момент на объекте ведутся переустройства сетей коммуникаций, напорной канализации, безнапорной и также сетей электроснабжения. Очень тяжелый объект у нас улица Пугачева ввиду сложностей по выкупу земельных участков, но тем не менее мы планируем запустить движение. Пусть даже, скажем так, не на всю ширину, а в какой-то определенной мере, допустим, в направлении из выезда из города проезд будет осуществляться по правому боковому проезду и как раз-таки в сторону центра по участку основной проезжей части.
Технический запуск главных объектов проекта «Южные ворота» запланирован на 30 августа. В целом транспортная развязка завершена на 78%. Путепровод почти готов. Осталось лишь уложить асфальт. Здесь пешком уже можно пройти, а буквально через некоторое время уже можно будет и на машине спокойно проехать до конца, от начала до конца. Техническое открытие планируется 30 августа, но все равно останутся какие-то, возможно, мелкие недочеты, которые мы в процессе устраним. На завершающем этапе и улица генерала Рыленко. Она готова на 82%. Сейчас рабочие занимаются асфальтированием, прокладывают теплотрассу, барьерные ограждения и, главное, подход к путепроводу. Масштабное строительство стартовало по инициативе Радия Хабирова. На контроле у главы Башкортостана каждый его этап. Здесь придется, конечно, нам всем потерпеть друг друга, и жителям, и строителям, но без этого дороги не делаются. Зато в 2024 году мы получим прекрасный, полновесный, полноценный въезд в Уфу, то, что мы называем Южные ворота. С нетерпением ждут уфимцы и окончания работ на Бельском мосту. Если части старого сооружения были укреплены заклепками, то теперь все соединения заменены на болты. На левом берегу демонтируют старую арку и собирают пролетное строение. Сейчас уже смонтировано 160 тонн металлоконструкций. На правом берегу также ведется демонтаж. По правому берегу демонтировали в районе 60% старого пролетного строения. И также ведем сооружение новой опоры номер 11, которая была, в свою очередь, полностью демонтирована. И сейчас уже на 70% она установлена заново. В начале августа здесь будет свежее дорожное покрытие, а в сентябре установят новые перильные ограждения и мачты освещения. После ремонта арка сохранит свой исторический облик. Сдача объекта запланирована на 2025 год. Однако, учитывая значительное опережение графика, работы могут завершить досрочно. Южные ворота – это одна из важнейших транспортных развязок Уфы. Она имеет колоссальное значение не только для жителей ближайших домов, но и для всех, кто выезжает из города. После окончания ремонта этот путепровод прослужит еще около 50-70 лет. 50 лет гарантии дают строители и на Шакшинский мост. На сегодняшний день завершены основные работы по правому направлению мостового перехода. Вместо 2 запланированных полных перекрытий моста предстоит лишь одно на месяц в октябре-ноябре. Это позволит уложить асфальтобетонное покрытие до начала зимы и сдать объект уже в текущем году. Высокопрочный асфальт, тяжелый асфальт, который имеет ремонтный период очень большой. То есть он менее ломкий, менее, скажем так, продавливается, он очень хорошо держит массу, тем более на мосту, когда играют дифференциационные швы, вибрация в любом случае, он не трескается. Специфика Уфы в том, что она окружена 3 реками, поэтому каждый мост снижает транспортную нагрузку на город, перераспределяя автомобильные потоки. Для региона дороги – это важнейший приоритет и из соображений безопасности, чтобы люди были уверены, что их жизни в пути ничего не угрожает. Полина Затолокина. Итоги недели. Уфа. Для инвесторов медь и золото, для местного населения трудоустройство, достойная заработная плата и ряд других благ. Развитие промышленности на территории Зауралья в последние годы позволяет в лучшую сторону менять экономику муниципалитетов. Реализуются новые инвестпроекты, появляются дополнительные рабочие места. Наша съемочная группа выехала на юго-восток Башкортостана, чтобы узнать, хорошо ли там платят и каковы условия труда. Далее смотрите репортаж Руслана Батыргареева. Для рядового обывателя это просто поле и непонятные трубы, уходящие вглубь. Но это не простая земля баймакская, богатая своими золотыми запасами. Именно так выглядит подземный способ добычи драгоценного металла. Изначально в солевых реакторах в воду добавляем соль. Этот раствор поступает в электролизерные ванны. Там он превращается в хлор. Закачиваем в закачные скважины. Обогащенный под землей золотом раствор выкачиваем через откачные скважины. Это один из самых экологичных способов. Единственный реагент, используемый в процессе выщелачивания золота, хлорид натрия, то есть обычная соль.
В этих сорбционных колоннах происходит процесс осаждения растворенного золота. Это что-то наподобие домашнего фильтра для воды. Только если в бытовых условиях там не остается ничего ценного, то здесь оседает драгметалл. Работа интересная и, главное, рядом с домом, говорит Денис Кадыров. Зарплата также достойная. На золоторудном месторождении Тобакаин он трудится около 7 лет. Нравится молодому специалисту и вахтовый метод. Уезжать при этом далеко не надо. Все население, все работающее здесь, только местное население. И вахта, она относительная вахта. Значит, мы людей возим. А некоторые только здесь остаются. И здесь в поселке живут у нас. Есть условия. Условия есть. Рабочие места для местных жителей и вклад в общее развитие экономики района. О важности таких предприятий говорить не приходится. Руководство Хайбулинской горной компании работает в тесном взаимодействии с органами республиканской и муниципальной власти. Конечно же, инвесторы важны. На сегодняшний день район, так скажем, открыт для инвесторов. Проводятся инвест-часы по поручению главы республики Ради Фаритовича. Появляются интересные проекты, где мы все это рассматриваем, выводим на обсуждение. Баймакский район в первую очередь является сельскохозяйственным, но промышленность тоже вносит серьезный вклад в общее развитие муниципалитета. Среди таких предприятий и Баймакский литейно-механический завод. Там сегодня трудится почти 400 человек. Средняя зарплата по рабочим специальностям составляет 52 тысячи рублей. Токари, к примеру, и вовсе в среднем получают по 81 тысячи. Зарплата хорошая, вовремя всегда дают, даже раньше. По мне так лучше быть дома. Здесь удобнее намного, чем на севере где-то находиться. Поэтому по мне так здесь. Примерно такие же слова: лучше работать рядом с домом, чем где-то на северах, говорит и Талиб Кутлугалямов. Он 4 года трудится на горно-обогатительной фабрике «Башмеди» в Хайбулинском районе. Слесарь-ремонтник поддерживает работоспособность узлов и механизмов производственного оборудования. В будущем хочет подняться по карьерной лестнице. Возможности такие на предприятии имеются. Карьерный рост, безусловно, всегда хочется повыше оказаться по карьерной лестнице. Для этого у нас даже на предприятии есть возможность обучиться в университете и уже, соответственно, подняться повыше в должности. Я сам в данный момент обучаюсь в Магнитогорском техническом университете. Башмедь, говорят работники предприятия, это в первую очередь достойная заработная плата, хорошие условия труда, социальная гарантия. Но этим еще все не ограничивается. Здесь есть молодежный совет, к которому можно всегда обратиться, вопросы разные решить. Мероприятие очень хорошее здесь, да, столовая хорошая. В плане спецодежды тоже все устраивает. Молодежь поддерживает? Вовремя, да, молодежь поддерживает. Коллектив хороший, то, что все молодые специалисты. Также организована доставка сотрудников. Очень удобно, что если работаешь отдаленно, то, что автобусы организовываются и сотрудников доставляют транспортом. Не только для муниципалитета, но и для руководства республики очень важным является наличие на территории Башкортостана таких крупных промышленных предприятий. Поэтому власти региона всячески поддерживают инвесторов. Те, в свою очередь, вкладываются в социальное развитие территорий. Главное, что выгоду от такого делового сотрудничества получают обычные местные жители. Руслан Трагареев, Артур Хуснуддинов и Виктор Демидов. Итоги недели. Будет ли мед в этом сезоне? Весенние заморозки, шелкопряд и мор пчел сказались на объемах. Меньше, в частности, будет липового меда. По законам рынка дефицитный продукт подорожает, а вот дождливая погода, переживают любители сладкого продукта, повлияет на его качество. Что из этого правда и будет ли зимой на столах полезное лакомство? В материале Динары Таймасхановой. Липовый мед Рифа Шавалеева давно стал их семейным брендом, а то, что его производит пчела среднерусской породы, делает лакомство исконно башкирским. Отец и сын вовсю готовятся к сбору меда в этом сезоне. Расстраивает пасечников погода. Ее капризы отражаются на качестве продукта. То мороз, то жара, поэтому и липа то начинает на месяц раньше цвести, не успевает впитать и, насытиться
свои силой, полноценный нектар не может выделять, поэтому и мед немножко, как говорится, другой уже стал. А вот для Натальи Филенко, несмотря ни на что, башкирский мед остается самым долгожданным. Много лет она живет в другом регионе. Уроженка Башкортостана каждый год приезжает на родину и не возвращается домой без баночки меда. Здесь он особенный, говорит женщина, а цена ее не смущала никогда. Польза от меда больше его стоимости. Я в прошлом году не была, не знаю, я со своими расценками спрашиваю. Который у вас? У нас там, да. Сколько вот вы сейчас взяли? За сколько? Я взяла за 1500 литровую банку. Цветочный у нас тоже там есть. А липовый, как бы сказать, не такой. Хочу с азов, как говорится, башкирский мед. Очень вкусно. Полезно, кстати, очень полезно. Сами же пчеловоды признаются, ценник в этом году на мед повысится, в частности на липовый, потому как этот сорт лакомства попал в список дефицитных. Весенние заморозки побили липовый первоцвет. К примеру, 3-литровая банка подорожает примерно на 1000 рублей. 3-литровую банку начнется, скорее всего, с 4000 и будет падать, наверное, до 3,5 упадет. Это уже будет на ярмарках. А в прошлом году как было? В прошлом году начинали от 2800. 3-литровую? Да, 3-литровую банку. И закончили 2,5, 2,300 в этом районе. К слову, литровая банка должна содержать 1 килограмм 400 грамм меда. Если вес меньше, то, скорее всего, пасечники нарушили правила сбора, собрав его недозревшим. И пчелы к водянистости лакомства не имеют никакого отношения. Крылатые труженики работают на совесть даже в пасмурную погоду. Пчела, она все равно добьется такого состояния меда, при котором адекватно содержание воды. Содержание воды по ГОСТу у нас 20%. Она ведь не для нас с вами мед-то запасает, она же для себя, для своих деток. Зачем же она будет кормить свое потомство и себя в долгие зимние дни некачественным продуктом, который не сможет сохраниться до весны, до нового взятка? Еще один несладкий для пасечников момент – бесконтрольный ввоз пчелопакетов из южных стран. С ними вместе приезжают и экзотические заболевания, от которых страдают насекомые. Сертификат соответствия имеют несколько организаций, остальное по сути, контрафакт. Внимательными здесь нужно быть самим производителем. А вот переживать, говорят эксперты, что на столах в этом сезоне не будет меда, точно не стоит. Его достаточно, чтобы прокормить республику, хотя липового и вправду будет меньше. В этом году рассчитываем получить средние годовые показатели, которые у нас были. У нас республика всегда каждый год занимает первые места в Российской Федерации. Это порядка 5-6 тысяч тонн меда. В этом году мы планируем получить такой же урожай. А вот чтобы покупателям не нарваться на лакомство плохого качества, приобретать его нужно только у проверенных медовиков. На жидкое золото Башкирии у производителей должны быть документы, подтверждающие, что их пчелы правильные. И мед они делают ровно такой же. Динара Таймасханова, Вадим Исламов. Итоги недели. Правила единой выплаты на детей скорректируют, а банки и микрофинансовые организации обяжут записывать все общение с должниками. В августе вступают в силу сразу несколько законов, которые повлияют на жизнь россиян. Что нового, расскажет Эмиль Басареев. С 5 августа, если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или месту фактического проживания, будет проверяться, где на самом деле живут заявитель и дети. Для этого могут попросить подтверждающие документы. Это касается тех случаев, когда пособие было ранее назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше. 1 августа Социальный фонд страны проведет перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров. Сделано это будет автоматически. Корректировка коснется всех получателей выплат по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Августовский перерасчет пенсий зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше прибавка. Трудовые права судебных экспертов защитят. Отныне суд будет назначать экспертизу только после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Деньги будут выплачиваться эксперту после заседания, на котором исследовалось его заключение. Таким образом, будет гарантирована оплата труда.
Банки и микрофинансовые организации при общении с должниками теперь обязаны будут записывать все сообщения, как аудио, так и текстовые. Причем хранить записи и соответствующую документацию необходимо будет не менее 3 лет. Для этого банки и микрофинансовые организации должны будут иметь специальное оборудование и программное обеспечение. Отныне собственникам личных подсобных хозяйств будет проще получить господдержку. Теперь к вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета ЛПХ. Проще будет получить соответствующие выписки для предоставления мер господдержки и подтверждения производства собственной сельхозпродукции для ее продажи на ярмарках и рынках. Депутаты муниципального уровня смогут участвовать в формировании местной администрации. В частности, они смогут утверждать или согласовывать заместителей главы администрации, руководителей отраслевых или территориальных органов. С 1 августа начнут действовать новые требования для ИЖС, так называемый «зеленый ГОСТ». Он будет включать 45 критериев. И чем больше их будет учитываться при строительстве, тем выше будет оценка частного дома. В их числе улучшенное потребление энергетических ресурсов и контролируемое потребление тепловой энергии. Эксперты отмечают, что это может поднять цену строительству, а с другой стороны существенно сэкономить расходы при эксплуатации жилья. Ради Хабиров в парке «Патриот» пообщался с участниками профильной смены, посвященной воздушно-десантным войскам. Азы общевойсковой подготовки проходят 200 воспитанников военно-патриотических клубов из разных уголков республики. Общение проходило в формате «вопрос-ответ». Дети интересовались, какая у главы республики любимая марка машины, что он любит делать в свободное время, и просили поделиться мотивирующими цитатами. Ради Хабиров рассказал, что 2 раза в неделю старается играть в хоккей, любит читать книги и проводить время со своими детьми. На вопрос, каким он видит светлое будущее, глава региона посоветовал всегда ставить конкретные задачи и добиваться их. Ну а в данный момент, по его словам, самая главная цель – поддержка спецоперации, бойцов и их семей. Для этого власти развивают экономику. Он также рассказал о больших возможностях для молодежи, которые создаются в регионе, в частности, при получении образования. Я пришел вам рассказать, что мы делаем, что делает власть, какие задачи. Потому что через какое-то время, через очень короткое время, вы будете сидеть на этом месте. В разных формах. Кто-то глава, кто-то чиновник, кто-то директор завода, кто-то слесарь, кто-то военный, неважно. Но вы будете определять развитие республики. Мы уже будем пожилыми людьми, мы уже будем на вас смотреть. И наша жизнь и наша старость, в конце концов, будет зависеть от того, как вы будете руководить. Пусть все в вашей жизни получается. Если что-то не получается, вставайте, отряхивайтесь и снова вперед идите, и все будет получаться. В процессе профильной смены участники, школьники и студенты колледжа изучают тактическую медицину, будут прыгать с парашютной выставки и проходить огневую подготовку. Ради Хабиров предложил самым метким посостязаться с ним в стрельбе по мишеням. В импровизированном турнире участвовали 4 курсанта. По мишеням стрелял и сам глава республики. Лучшим он подарил именные часы. Вместе со всей страной за победу. Тыловая поддержка территории специальной военной операции, покровительство семьям, воинам, их родителям, детям. Сердца всех жителей Башкортостана бьются вместе за скорейшую победу. На телеканале БСТ прошел телемарафон «Время героев». Настоящие мужчины, доблестные воины, которые ушли на передовую, рассказывали в прямом эфире о верности Отечеству и боевом братстве. Среди них и наши коллеги, поменявшие карандаш на снаряжение. Вот тут чистенько все. Да, даже кружка стоит, смотрите. Побед на всех фронтах. На рабочем месте все так же, как и полгода назад. Даже расписание съемок и график висят по-прежнему. Изменился только хозяин, который почти 2 года готовил материалы о спецоперации и, похоже, готовился сам, чтобы в прошлом декабре подписать контракт. Наш коллега поступил на службу в полк Башкортостан. Приехал в свой первый отпуск, который совпал с проведением телемарафона. Полк Башкортостан – это большое боевое братство. Это место, где собрались бойцы со всей нашей огромной республики. И в то же время мы находим там себе знакомых, родных. Все мы друг другу братья. И
все друг другу помогаем, подставляем плечо. А тех, кто решился едва ли не на самый важный шаг в своей жизни, и рассказывали на БСТ. 15-часовой телемарафон о героях, о воинах, для кого приказ главнокомандующего воспринимается как лично ему. Я русский офицер, и это был мой долг, прямой, защита нашей Родины. Ну и, соответственно, никаких мыслей о том, что нельзя, это не мое. Все сразу на автомате. Верховный приказал, мы исполнили. Оскар Сиддиков родился в Белорецком районе. С детства мечтал о военной службе. Будучи офицером, с первых дней находился в зоне спецоперации. Затем стал участником кадровой программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента России. Из 43 тысяч претендентов отобрали всего лишь 83, в том числе и офицера из Башкортостана. Сегодня мы стали свидетелями очень интересной истории. Молодой человек утром заключил контракт, подписал контракт, а уже в обед он должен отправиться в ЗАГС и расписаться со своей невестой. Пришло время именно таких героев, которые родились, живут и работают на родине, которым не нужно объяснять, где свои. Как воспитать настоящих патриотов, разумеется, тоже обсуждали в прямом эфире. И здесь своим опытом делились сотрудники из учебного центра «Авангард». Мы начинаем уже преподавать им занятия, у них появляется интерес, особенно когда начинаются уже практические занятия. Когда они уже держат оружие, у них начинаются занятия с оружием, с материальной нашей базой. Уже некоторые даже впервые видят противогаз, общий войсково-защитный комплект, и уже появляется у них интерес. И уже на выезде они уже нас благодарят. У них появляется искра в глазах. Именно такая искра горит в глазах гостей телемарафона, которые интересы страны, защиту Родины поставили на первое место. Один из бойцов с позывным «Бай» не попал на свадьбу дочери, а на телемарафон пришел практически с чемоданом. Сразу после эфира вновь отправился на СВО. Не сложилось, на недельку я опоздал. Конечно, были слезы, естественно. Потом дочка говорит, а ты, говорит, может, отменяем свадьбу или перенесем? Я говорю, ни в коем случае. Без меня давайте. Я потом все равно на свадьбу, ну как это называется-то? Когда лялька будет, когда внучка будет. Они не побоялись поставить на карту все и совсем иначе сейчас смотрят на жизнь. Ценят тишину, когда не слышно жужжания дронов, скучают по любимым, дорожат вкусом воды из родника. Потому и отправились защитить все то, что есть. Хотелось рассказать обо всем, потому телемарафон длился с самого утра и до позднего вечера. Рассказываем о наших героях, о нашей работе. Работе не только на новых территориях, не только в системе Министерства обороны, но и ту работу, которая идет и происходит на территории республики. Это помощь нашим семьям, это помощь тем, кто действительно потерял своего героя. Никто не забыт, память всегда, мы помним о них, и наши герои всегда будут с нами. Для того, чтобы бойцы могли спокойно служить в Башкортостане, предусмотрены меры поддержки для семей, родных и близких, участников спецоперации. Сами военнослужащие по контракту теперь от Башкортостана получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Все надежные, никто никогда не оставит там в трудной ситуации. Все спешат на взаимовыручку. Вот. У нас в подразделении, тем более, очень дружный коллектив. Сплотились и участники спецоперации, и те, кто в тылу. Не могли не рассказать о волонтерах, о тех, кто помогает и поддерживает, не требуя ничего взамен. Телемарафон стал отражением нашего общества. Мы увидели себя. Где? Один за всех и все за одного. И этим все сказано. Роза Хабибулина, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов, Артур Ханов, Родион Матвеев и Вадим Исламов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. Всего доброго.